Dragi gostje, spoštovane kolegice in kolegi, v drugem delu pa nekaj besed o specifiki ruskega korpusa in ruskega jezikoslovja. Kakšen anglosaksonski znanstvenik, ki se ukvarja z korpusom, bi najbrž rekel, da je poezija v korpusu neprimerna, da poezija ne sodi v korpus. Oziroma, kakšen drug znanstvenik bi rekel, da se poezija kvari v korpusu. Posebnost ruskega jezikoslovja je, da nadaljuje s povezavo, ki nam je znana od ruskih formalistov med pesniškim jezikom in sodobnim jezikoslovjem. Danes je z nami Kiril Mihajlovič Karčagin, eden izmed začetnikov ruskega pesniškega podkorpusa in eden izmed učbenikov, univerzitetnih učbenikov, ki ga bo tudi predstavil. Poglejte, zajetna in koristna knjiga tudi za naše študente, upam. Kiril Karčagin ima zelo bogato bibliografijo, rodil se leta 1986, je že dobitnik znane nagrade Andreja Belega za najboljšega ruskega kritika, je član uredništva prestižne, vse na zahodu najbolj znane literarne ruske revije Novoje literaturne obozrenje. Kolega je jezikoslovec, literarni kritik in pesnik. Avtor je pesniške zbirke, propozicije, predstavil je svoje pesmi na pesniškem festivalu Pranger leta 2013. Torej, zdaj predam besedo kolegi Karčaginu. Hvala. Спасибо, Влада. I will speak in Russian, but I have presentation in English about Russian poetry corpus, and you can trace some crucial points. Так, начнем, пожалуй. Итак, у меня будет выступление в двух частях, посмотрим, сколько это займет по времени. Первая часть действительно будет продолжать то, что говорил Владимир Александрович. Она будет посвящена поэтическому подкорпусу русского национального корпуса. А вторая часть учебнику поэзии. Ну, собственно, насколько я смог понять, Младен отчасти это сказал. Вот. Значит, поэтический корпус. Значит, что важно в этом проекте? Ну, действительно, есть такая особенность, может быть, русской лингвистики в том, что поэтический язык, исследование поэтического языка всегда было крайне важно для нее. Ну, по крайней мере, многие классики русского языкознания формулировали, значит, исследование поэтического языка в качестве одной из центральных, может быть, задач для языкознания. Например, Роман Якобсон предложил знаменитый свой проект лингвистической поэтики, под знаменем которого во многом до сих пор все подобные исследования существуют. Конечно, он был не единственным, кто работал в этом направлении, может быть, даже работа самого Якобсона в области лингвистической поэтики, ну, их скорее можно назвать такими, может быть, подходами к этой теме. Вот. А более глубоко в эту область уже погрузились другие исследователи, например, Михаил Леонович Гаспаров, пример которого был, наверное, принципиален для разработки как раз поэтического подкорпуса, национального корпуса русского языка. Вот, значит, ну, расскажу кратко о том, что такое корпус из себя представляет. Значит, прежде всего, это довольно большая коллекция русских поэтических текстов с XVIII века и
вплоть до сегодняшнего момента, то есть корпус даже содержит ряд текстов, написанных вот буквально в последние 10 лет. Вот. Но наиболее полно там представлена, конечно, поэзия вплоть до первой половины 20 века, до второй половины 20 века, то есть где-то до 1950-х годов. Вот, значит, ну вот какие-то количественные показатели, то, что корпус содержит 11 миллионов словоупотреблений, то есть он довольно большой, надо сказать, корпус. Вот вы, собственно, видите, что 78 тысяч текстов в нем содержится, на самом деле огромное число, почти 900 авторов, хотя они представлены в разной мере. Есть авторы, которые представлены очень подробно, есть те, которые представлены отдельными стихотворениями. Вот. И, собственно, все это отражает ту программу, которую как бы предложил как раз упомянутый Михаил Леонович Гаспаров, программу исследования русской поэзии, такого вот масштабного, можно сказать, эшелонированного исследования, которое значит, основано на таких вот широких выборках текстов, на изучении, значит, метрики и поэтического языка, на материале как бы вот такого всего массива русской поэзии. Вот. И, значит, русский поэтический корпус включает ну, все возможные виды, значит, российской поэзии, как поэзию классического XIX века, так и поэзию советского времени, и ту поэзию, которая существовала в андерграунде в 70-е, 80-е годы, и ту поэзию, которая была официально, и так далее. То есть, в общем, все, что можно вообразить себе в русской поэзии, все присутствует в поэтическом корпусе. Вот. И здесь важно сказать о том, как это устроено. Ну вот вы все видели презентацию Владимира Александровича, где он показывал, как, ну, какие-то вот детали того, как корпус устроен изнутри. Вот. Поэтический подкорпус – это во многом такая надстройка, которая существует поверх основного корпуса, может быть. Она содержит всю ту же самую метаразметку, которая содержится в основном корпусе, то есть разметку, значит, по грамматическим параметрам. Каждая словоформа, значит, такую разметку имеет, но это не все, что есть в поэтическом тексте. Кроме этого, там существует специальная стиховедческая или метрическая разметка, которая отображает основные параметры, собственно, поэтического текста. Вот. Но есть какие-то общие параметры, ну вот, собственно, они перечислены на этом слайде. Это там, имя автора, год его рождения, пол, название текста, дата, когда текст написан и так далее. Параметры, которые описывают место текста среди других русских поэтических текстов. Да? Входит ли он в какую-то книгу того или иного поэта, является ли частью какого-нибудь цикла, определяется ли он как написанный в каком-либо жанре. Тоже есть достаточно широкий каталог жанров в поэтическом корпусе. Является ли он переводным или оригинальным. Вот тут все понятно. Но особая наша гордость, как мне кажется, ну и может быть такая вот центральное нововведение в поэтическом корпусе, которого, насколько я понимаю, нет нигде на настоящий момент, это стиховедческая метаразметка. То есть каждое стихотворение, которое попадает в поэтический корпус, оно аннотировано с точки зрения тех, собственно, стиховых параметров, которые, значит, в нем встречаются. И параметры здесь есть центральный набор этих параметров, собственно, их список вы опять же видите на слайде. Это метр, в котором стихотворение написано, длина строки. Она может измеряться либо в стопах, если это классическая метрика, либо в иктах. Если метрика не классическая, об этом я скажу чуть позже. Опять же, такие параметры, как окончание стиха, строфическая форма, графическая строфика, тип рифмовки, который в нем используется, формула, то есть это краткое обобщенное описание стихотворения, которое как бы позволяет, может быть,
исследователю игнорировать разные детали в структуре стихотворения, но при этом как бы сравнивать друг с другом стихотворения, похожие друг на друга по некоторым параметрам. Вот. И хочется, честно говоря, подробнее рассказать именно о метрической части всего этого дела. Вот, что, в принципе, метрическая аннотация в поэтическом корпусе очень разветвленная. То есть она по возможности во всех деталях отражает то представление о русской метрике, которое разрабатывалось Гаспаровым в его работах. Мы постарались учесть в этом смысле вообще все, что можно, и предложить какую-то последовательную трактовку этой метрики. Вот, значит, что здесь можно сказать? То, что в русской метрике встречаются несколько различных типов стиха, основанных на различных критериях выделения таких структурных единиц. Это силаботоническая метрика, собственно, та метрика, которая считается стопами, различает такие размеры, как ям, хорей, анапис, фебрахий, дактиль. Это метрика, которой написана большая часть классической, так сказать, русской поэзии. И все это, конечно, представлено в корпусе. Но как раз, может быть, такая метрика довольно легко поддается аннотированию, метрической разметке, как мы это называем. И, может быть, это как раз не самое интересное. Самое интересное то, что в корпусе представлено огромное количество стихотворений, написанных неклассическими размерами, так называемыми. То есть, как известно, в русской поэзии начала XX века произошел своего рода бум неклассической метрики, когда разные поэты начинали использовать различные типы стиха, подчас без всякой связи с предшествующей традицией, либо расшатывая какие-то предыдущие поэтические формы, либо наоборот пытаясь изобрести какие-то новые. И часть этих форм закрепилась в русской поэзии, и их история довольно хорошо была прослежена Гаспаровым и другими исследователями. Вот. Но все-таки не в таком объеме, в каком это позволяет сделать поэтический корпус. Потому что та выборка, с которой мы имеем дело в поэтическом корпусе, гораздо шире, чем та выборка, с которой работал Гаспаров. По разным причинам, и по причинам того, что разметка в корпусе отчасти автоматизирована, и по причинам того, что Гаспаров в своих исследованиях часто вынужден был иметь дело с текстами, одобренными советской цензурой. Вот сейчас этой проблемы нет, и поэтому большой массив текстов вводится в стиховедческий оборот впервые. И так далее. Тут много, на самом деле, разных причин. Вот. И среди этих неклассических размеров выделяются такие, как, собственно, три основных неклассических размера русской поэзии: дольник, тактовик и акцентный стих. Тоже в пункте А они все перечислены. И все они получают довольно подробную разметку в поэтическом корпусе. То есть разметка это выглядит так, что каждая строка каждого поэтического текста размечается с точки зрения расположения в ней иктов или ударений в этих текстах, но и на самом деле в классической силаботонике тоже. Вот. Что позволяет, конечно, сравнивать эти тексты друг с другом. Значит, да, что еще тут можно об этом сказать? Да, вот и еще одна черта неклассической метрики, еще два ее типа. Это свободный стих, опять же, вот здесь под буквой С фигурирует, который тоже в большом количестве включается в корпус. И, как уже показывают устные исследования русского стиха, хотя во многом они только начинаются, что существуют различные виды свободного стиха, более близкие к классической упорядоченной метрике
или менее близкие к ней. И второй тип такого неклассического стиха, важный для нас, это так называемый гетерометрический стих. Вот, собственно, он выделен здесь так, довольно заметно. Это стих, который включает в себя в качестве, ну, как бы, который строится из структурных единиц разной природы. Да? То есть, по сути, его нельзя назвать, отнести ни к дольнику, ни к силаботоническому стиху, потому что он как бы совмещает различные типы организации. То есть в нем встречаются разные строки, которые могут быть определены или проанализированы как относящиеся к разным метрическим системам. Вот. И на самом деле это очень распространенный в русской поэзии тип, особенно начиная с 20 века, с футуристов, и он закрепился в различных вариантах русской поэзии, но при этом он очень плохо до сих пор описан. Вот, отчасти мы надеемся, что именно корпусное исследование этого стиха позволит как бы этот пробел закрыть. Значит, да, такая вот, это может быть даже, это было несколько слишком насыщенное введение в поэтический корпус, но вот здесь важно сказать о том, зачем, собственно, этот инструмент нужен. Но самый очевидный ответ на этот вопрос, то, что с помощью поэтического корпуса можно изучать метрику русской поэзии, да, устройство поэтического текста. И действительно эта задача как бы во многом решается на материале российского поэтического корпуса. И опять же, эта задача была сформулирована довольно давно, еще в докорпусную эпоху, что какие-то исследования формальных параметров стиха должны вестись на материале больших корпусов поэтических текстов. Но это далеко не все, потому что кроме этого можно изучать при помощи поэтического корпуса различные другие вещи. Тоже есть довольно уже значительное количество работ этому посвященных. Например, распределение различных грамматических форм русской поэзии, которое не совпадает с распределением этих форм как бы в языке, скажем, прозы, да, или там, в языке публицистики. Вот. Потом могут быть исследованы, собственно, элементы поэтического языка при помощи этого корпуса, да, то есть решены те задачи, которые стоят на стыке между стиховедением и лингвистикой, те, которые во многом при помощи, есть какой-то класс задач, где при помощи лингвистических, вернее наоборот, при помощи стиховедческих инструментов решаются вопросы лингвистические. Вот. И, собственно, и в таком духе, да, то есть вот поэтический корпус оказывается таким инструментом, который находится на стыке между исследованием, условно говоря, литературы, исследованием поэтических форм и исследованием поэтического языка. Вот. Но на самом деле вот это очень такая короткая презентация поэтического корпуса, но может быть, чтобы вот это все не было одними словами, я попытаюсь показать, как это работает, если вот у нас не возникнет та проблема с интернетом, которая случилась в прошлой части. Да, сейчас, да. Вот, собственно, поэтический корпус. Да, в поэтическом корпусе тоже возможен поиск по словоформам или фразам. Вот. Но сейчас я хочу показать, может быть, даже не это, а то, как работают в нем, собственно, стиховедческие параметры. Здесь есть специальная страница поиска по стиховедческим параметрам. Вот здесь можно найти все стихи, написанные Ямбом, Хореем, Дольником, или все стихи, написанные четырехстопным стихом и так далее. Ну вот, например, такой простой пример.
найти все сонеты, потому что строфика тоже среди тех параметров, по которым производится поиск. Вот. И вы видите, что их на самом деле в корпусе сонетов огромное число. Да? То есть вот найдено 2352 русских сонета. Вот. Но, да, и ну вот, и видно, что тут совершенно разные, значит, разного времени тексты. Все это начинается вообще выдача с текста 2000 года. И уходит оно довольно глубоко дальше в историю. Вот. Но, собственно, можно этот поиск как-то ограничить. Например, искать все сонеты, которые написаны не ямбом. То есть, да, такой как бы, типичный размер для сонета, типичный метр для сонета в русской поэзии – это ямба. И, как правило, значит, большинство сонетов должны быть написаны им. Во всяком случае, можно предположить, что это будет так. Вот. Но можно попытаться найти, значит, можно найти все, что, значит, ямбом не является. Посмотреть, что будет. Поиск. Да, вот оказывается, что сонетов, написанных не ямбом, в русской поэзии, ну или, по крайней мере, в нашем корпусе всего 96, да, что гораздо меньше, конечно. Вот. И тут есть очень разные интересные примеры, то есть вот тексты, которые были написаны, например, Ахматовой, которая написала сонет Харееву «Истопную», например. Вот. И здесь важный момент, что можно выделить каждое из стихотворений, представленных в корпусе, и узнать основные параметры его стиховедческой разметки. То есть, да, вот здесь вот такое всплывающее окно, где можно увидеть, что вот стихотворение написано Хареевым. Прошу прощения, так, Хареев, да? Что длина строки 5 столб, чередование окончаний в этом стихотворении, формулы и так далее. Да? То есть вот для каждого, абсолютно для каждого стихотворения в корпусе можно вот это выяснить. Ну, естественно, как-то ограничить запрос по всем этим параметрам. Вот, значит, сейчас попробуем показать еще что-нибудь. Например, разбор какого-нибудь конкретного сложного стихотворения. Вот, например, когда мы вчера готовили эту презентацию для поэтического корпуса, вот возникла такая идея показать какой-нибудь неклассический стих, и то, каким образом он будет, так, ничего не найдет, будет фигурировать в корпусе. Так, вот, например, да, вот вполне такое классическое стихотворение Блока. Вот его можно увидеть целиком в поэтическом корпусе. Классическое, но при этом написанное не классическим стихом. Значит, что про это стихотворение можно сказать? Вот, открывая табличку с дополнительными сведениями, можно увидеть, что оно написано довольно таким странным для того времени типом стиха. Во-первых, оно не рифмованное, что важно. Во-вторых, оно написано не классическим стихом, а дольником, где есть отдельные вкрапления правильных силоботанических строк. Собственно, графеметр, эти вкрапления помечены. Но обобщающая формула этого стихотворения говорит о том, что перед нами дольник, причем дольник белый. И здесь надо сказать, что таким большим вопросом для русского стиховедения, хотя, может быть, так, со стороны
вся глубина этого вопроса не очевидна. Большим вопросом для русского стиховедения была возможность отличить неклассические, нерифмованные размеры от свободного стиха. Да? То есть были разные интерпретации вот распределения, значит, неклассических нерифмованных размеров, что из них относить к верлибру, да, а что нет и так далее. Вот. Но корпусная разметка отчасти позволяет решить эту проблему, то есть вводя некоторые формальные критерии того, как должен определяться дольник, причем критерии сформулированы нашими предшественниками, тем же Гаспаровым, можно получить такой результат, что ряд поэтических текстов, которые традиционно в российском стиховедении считались свободными стихами, на самом деле оказываются вольными нерифмованными дольниками. Причем даже относительно урегулированными. Например, вот как этот текст Блока, где чередование, значит, длины строк заключено в довольно узких пределах между двумя и тремя, двух- и трехиктовыми строками, вот, и где встречаются отдельные отклонения. Вот. И на самом деле вот, эта работа по прояснению таких оснований русской метрики при помощи корпуса совершается довольно успешно. Да? То есть уже как-то удалось во многом уточнить то, о чем писал Гаспаров, и то, значит, что писали после Гаспарова о неклассическом стихе, и выработать какое-то цельное представление об этом, основанное именно на корпусе. Вот, да. Я не знаю, наверное, вот про поэтический корпус более или менее все. Да. Может быть, то, что особенно важно для наших студентов, это что все тексты обеспечены с ударением. Да, да, конечно. Вот, надо показать. Самое главное, это я и забыл, конечно. Сейчас, значит... Да, вот. Собственно, да, самое такое... Собственно, корпус вообще-то уникальный, можно сказать, ресурс для исследования русской акцентуации, потому что чаще всего, когда мы имеем дело с более или менее регулярными формами, на самом деле даже с дольником, который не является классической формой, мы можем практически с 97-99% вероятностью предсказать место ударения в строке поэтического текста. Вот. И при помощи метрической разметки и метрического аннотирования можно сделать все эти ударения видными. Да? И вот, собственно, в этом тексте Блока вы видите, что здесь помечены позиции не всех ударений, а только тех, которые метрически релевантны, да? То есть составляют основу для определения размера. Вот. Ну, собственно, да, в этом смысле вот можно изучать такую сложную часть, значит, русского языка, как ударение на материале поэтического корпуса. Вот. При том, что в национальном корпусе русского языка есть отдельный акцентологический корпус, который включает в себя часть поэтического корпуса, но уже без стиховедческой разметки. Вот. Но, в принципе, и сам поэтический корпус для вот таких исторических исследований русского ударения вполне подходит. Опытов построения параллельного поэтического корпуса еще нет. Ну вот это моя мечта в этом смысле, да, но пока мы не справляемся. Ну, да. Да, но на самом деле здесь можно сказать о том, что вот действительно вот у меня была такая идея, что можно сделать корпус перевода, да, то есть даже вот это может быть каким-то аналогом параллельного корпуса вот именно для таких, значит, стиховедческих исследований. Вот, и я надеюсь, что когда-то это удастся осуществить. Lyric Line, есть такой сайт? Да, я знаю, да.
переводов поэзии Юрий Клайс. Да. Ну, со временем. Потому что все это, конечно. Вот, ну, я не знаю, на самом деле можно вот про корпус, может быть, задать какие-то вопросы еще сейчас, пока как-то эта тема актуальна. Потом я расскажу про учебник. Или могу сразу перейти к учебнику. В общем, как хочет аудитория. У меня один такой очень глупый вопрос или наивный. Это отличная антология русской поэзии. Тут, или как? Или нет? Нет. Ну, Нельзя, например, я там пишу Александр Блок и получаю, что получаю? ну вот все стихи. Ну, да. Но, конечно, мне кажется, ни один живой человек не в состоянии прочитать антологию из 79 тысяч поэтических нет. текстов. Но можно найти то, что нужно. Это правда, да. Вот. Ну, на самом деле, вот это такой, скажем, основной массив русской поэзии, да, что, в принципе, какие-то наиболее важные авторы, и даже не наиболее важные, а вообще хоть в какой-то степени важные для развития русской поэзии, они все в той или иной мере в корпусе представлены. Да. Вот. И, может быть, сейчас некоторые из них представлены не с той степенью детальности, с которой мы хотели, но, в принципе, мы видим для себя это так, что вот все, как бы, что надо знать о русской поэзии, должно в этом корпусе находиться. И все можно было бы там найти. Так что, да. Ну что, может быть, еще какие-то вопросы про эту часть? А логическими операторами можно искать, когда вы искали не ям, можно там ввести какой-то знак нет? Ну вот Нет. здесь... Нет. Мгм. И просто не там искать. Все, что не ям, обозначать отдельно, а просто не ям. Можно так искать или нет? Кажется, мы это отменили в последней версии, да, но здесь дело в том, что Но отчасти... можно выбрать, конечно. Да, тут очень как бы ограниченное Ага. количество Ага. параметров, поэтому во многом это просто не имеет смысла. То есть здесь... Если фиксированный набор, но можно искать лексемы с отрицанием. С отрицанием. Да. Алексей. Ага. Параметр. Ну вот, собственно, как бы можно еще показать, что, например, здесь не только стиховедение. Например, если мы хотим найти не классической метрики какое-то слово, то есть, вот, например, все стихи, написанные Дольником, вот это тоже 7,5 тысяч в русском корпусе. Вот, значит, и мы сохраняем этот корпус и ищем там какое-нибудь слово. Например, слово «дом», которое уже сегодня искали. Вот. Ну и мы, собственно, получаем вот все дольники, в которых это слово используется. Да, кстати, почти половина из того числа, которое... Вот. Или вот классический пример такого русского стиховедения, что есть такая тема в русских исследованиях стиха ореолы размеров семантические, да? То есть когда с каким-то определенным стихотворным размером связывается какая-то семантика, какая-то тема поэтическая. И вот классический пример такого – это там, пятистопный хорей, в котором Гаспаров писал, что он часто связывается с темой дороги, пути, вслед стихотворению Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вот. И мы, значит, например, ищем все пятистопные хореи в поэтическом корпусе. Вот. Их тоже, оказывается, куча. Вот. И просто, так сказать, тупо можем попытаться найти слово «дорога», скажем. Вот. Оказывается, что действительно вот, в этих стихотворениях, ну, в 44 случаях, вот, из общего корпуса, вот, действительно, буквально все по науке получается. Вот. Ну и так далее. На самом деле тут можно много разных штук придумывать, и отчасти вот в тех статьях, которые сопровождали создание поэтического корпуса, вот, некоторые из них выложены, кстати, на сайте Рускорпора, как-то вот даны основные подходы к тому, как нужно поэтическим корпусом пользоваться. Можно
Hexameter, например. Hexameter. Конечно. Да, слушай. Сейчас. Да, и гигзаметр это тоже вот моя гордость в этом смысле, потому что мне кажется, что гигзаметр довольно хорошо здесь размечен. Да, вот сейчас. А, 128 экзаменов. Но среди них есть довольно длинные, потому что общий корпус Да. почти 80 тысяч слов. А можно, например, найти слово в каком-нибудь другом падеже? Ну, конечно. Ну, собственно, здесь весь основной функционал основного корпуса он работает. То есть, я не знаю, какое слово вы хотите найти. Не знаю. Любовь. Словения. В каком слово? Словении. Вот, собственно, вот. Давайте падеж множественного Да. числа. Руса. Пожалуйста, да. делать Влюблен. множественное. Можно единственное, множественное. Давайте А видишь, сколько ты стал? будем искать в поэтическом корпусе. Вот. Оказывается, что слово довольно редкое, потому что в 15 поэтических текстах оно встречается. Откуда взяться парусам, но парусам не верят корабли. Ну, в общем, такое. И важно то, что мы можем относительно каждого текста посмотреть, каким размером он написан. И, соответственно, почему это слово с точки зрения структуры метрики употреблено в этой позиции. Потому что, как правило, это предсказуемо. При этом можно искать эти слова не только внутри строки, но и в позиции как бы концевой. Да? Обычно это позиция рифм. Вот. Ну, на самом деле вот можно долго экспериментировать. Хорошая игрушка, да? Да, Да, можно искать Да. все рифмы Рифмы, какого-то рифмы, слова. да. Да. Это для фонетики очень важно. Для фонетики неударных слогов. То есть там, помните, что неударные А, И рифмуется Да. после мягких согласий. А, здесь это все видно, да. Да, ну и в разные периоды истории русского стиха было несколько разных И отношений разные к точности ясно, рифма, ясно. да, и вот это можно очень хорошо в этом смысле проследить, да, в поэтическом курсе. Ну что ж, я думаю, что стоит все-таки перейти ко второй части. У меня еще один Да. теоретический вопрос, не теоретический, а вопрос, который касается описания русского языка. Что корпус, что другие корпуса показывают, что партитивного родительного падежа пропадает ли действительно эта форма, как пишут некоторые грамматики. Я имею в виду сахару, и вот чаю, коньячку, да. Это как раз, наверное, к основному корпусу. Да, К основному, не к основному. поэтически. Я могу. Да, там очень хорошо искать форму второго родительного. И даже было исследование вот на портале Русграм, по-моему, есть фрагмент. Постепенно сужается употребление второго родительного, но есть массив слов, которые его устойчиво сохраняют в современном русском языке. В XIX веке было больше, кажется. Вот. Но вот основной массив удерживается. Это как раз на корпусе очень хорошо можно проследить. Да. И второй родительный, и второй предложный. Зватели, да? Да, в смысле, новый, вот, не знаю. новый звательный падеж тоже размечен. Ну, такие разговорные формы, типа Сереж, ведь, вот, их можно искать.
Он у вас называется прямо, да, звать или падеж, там можно вот... Да, вокатив. Вокатив. Да, да. Да. Ну вот поэтическим тоже можно попробовать. Ну Найти да, второй тоже. родитель. Тоже, да? Сахарку говорит. Поэтическое. Нужно исследовать, писать статьи. Сахарку, да. Да, тут вот не снята грамматическая амонимия, поэтому это несколько усложняет дело. Вот, в общем, вот так. Ладно, я думаю, что стоит перейти действительно ко второй части, чтобы успеть. Вот, вторая часть, значит, более праздничная в этом смысле. Здесь я хочу, вот как один из авторов, представить только что вышедший на русском языке учебник, который называется «Поэзия», собственно. Вы его видите, значит, на столе. Я вот покажу что-то из него, расскажу. Вот, значит, что стоит сказать? Во-первых, о том, кто писал этот учебник. Вот. Идею к созданию этому учебнику, значит, дала поэтесса и исследовательница, лингвист Наталья Азарова, доктор наук филологических, между прочим. Вот. И... Которая тоже приезжала в Словению. Да, да, Да? когда-то было такое, да. Вот, значит, другие авторы, сейчас я покажу. Вот, все они здесь перечислены. То есть, вот Наталья Азарова, Кирилл Корчагин, это я, Дмитрий Кузьмин, Владимир Плунгян, тоже вот известный вам человек, Светлана Бочарер, Борис Орехов, Евгения Суслова. Вот такой довольно широкий авторский коллектив, при этом составителей редакторов в этой книге было трое. Собственно, вот первые три фамилии есть редакторы-составители. Значит, как бы вот основной такой идеологический поинт этого учебника состоит в том, что это учебник, написанный лингвистом, но при этом учебник о поэзии. Вот. И даже, я бы скорее сказал, не о поэтике, как вот можно было бы ожидать, а именно о поэзии. То есть здесь не случайно название материала, которое обычно избегается, значит, названия учебника, то есть трудно себе представить, во всяком случае, в русской традиции учебник под названием литература, или проза, или философия. Вот. Но, тем не менее, вот мы сознательно пошли на такой шаг, чтобы назвать этот учебник поэзией. Почему? Потому что он задуман так, чтобы позволять читателю, неофиту, читателю, который, может быть, до этого мало что знал о русской поэзии, о поэзии вообще, так сказать, вот, войти в этот мир, может быть, как бы обладая перед этим самыми общими знаниями. Вот, это первый момент. Но второй момент, который с этим связан, что, конечно, эту книжку можно читать наедине с собой, кстати, размышляя над тем, как выглядит русская поэзия и что она из себя представляет. Но другим важным моментом для нас был тот момент, что этот учебник должен существовать в рамках некоторого учебного процесса. То есть, грубо говоря, к нему должен прилагаться человек, учитель, преподаватель, который, пользуясь этой книгой, будет как бы работать со студентами, с теми, кто эту поэзию изучают, вот, и помогать им в этот мир входить. То есть, вот, может быть, прочитав эту книгу от начала до конца, ну, наверное, можно войти в мир русской поэзии, но это несколько, может быть, сложно и, может быть, даже не очень правильно в такой вот аутической ситуации это делать, а более, кстати, рационально это совершать в каком-то контакте с человеком, который литературу или поэзию преподает. Вот. И, значит, из этого вытекает сразу несколько важных моментов в структуре этого учебника. Прежде всего, что здесь избегается такой вот исторический очерк русской поэзии. То есть здесь нет истории.
Потому что во многом написание истории русской поэзии – это отдельная задача, и во многих аспектах, например, в истории второй половины XX века нерешенная до сих пор, и ее надо решать отдельно. Но при этом задача того, как говорить о разных поэтических текстах, о некотором одном языке, который, с одной стороны, как бы учитывал бы то, что происходит в современной науке, и с другой стороны, был бы сам по себе современен, да, то есть не архаичный, как многое такое вот школьное литературоведение. Вот. Эта задача перед нами стояла, и именно ее мы пытались решить. Вот. И именно поэтому учебник построен по тематическому принципу. То есть вместо того, чтобы называть главы, например, поэзия первой половины XIX века, или поэзия середины XX века, главы называются совсем по-другому. То есть в центр каждой главы поставлена некоторая проблема, которая в поэзии существует, и о которой можно говорить и нужно говорить, анализируя поэтический текст. Это, например, проблема субъекта в поэтическом тексте, проблема адресата в поэтическом тексте. Вот. То, как концептуализируется пространство и время в поэзии. То, какие-то более традиционные вещи, вроде метрики или рифмовки, которые вот отчасти на материале поэтического корпуса эти разделы написаны. В общем, все на свете. И таким образом у нас получилось 24 главы, то есть вот довольно здоровая книга, где традиционные вопросы поэтики, такие, опять же, как вопросы метрики, вопросы структуры поэтического текста, его звукового строя, совмещаются с вопросами, которые обычно в руководствах по поэтике не освещаются. Например, вот один из разделов, который составляет, может быть, нашу особую гордость, это раздел «Поэзия внутри мультимедийного центра», где, например, прослеживается взаимодействие поэзии с музыкой, с живописью, архитектурой. Но даже это довольно классично. Кроме того, там прослеживается взаимодействие поэзии с кино или с современными технологиями в разделе «Поэзия в связи с изменением технических средств», где мы пытаемся кратко написать о том, как функционирует поэзия в современном мире социальных сетей и блогов. Вот. И, естественно, все это диктует то, что мы, конечно, старались по возможности включать в этот учебник хорошие стихи, действительно. В этом смысле его можно использовать как книгу для чтения. Вот. Но кроме того, что эти стихи хорошие, они еще, значит, отвечают определенным темам. Да? То есть на их примере можно смотреть, как поэзия взаимодействует с тем же кинематографом, да? Или каким образом в поэтическом тексте представлены разные виды субъективностей или идентичностей. Да? Но не говоря уж о том, что здесь приведены примеры просто разных стихотворных размеров. Да? Этим как раз никого не удивишь. Вот. И, значит, что еще важно сказать о самой структуре учебника? То, что здесь вот довольно небольшие, относительно небольшие теоретические главы, которые написаны, по возможности, простым языком. Мы старались очень ограниченно использовать научные понятия, вот, вводить их только в тех случаях, когда это было необходимо. Вот. Довольно небольшие главы и обширные, значит, дополнения в виде поэтических текстов книг, которые их иллюстрируют. Да, чаще всего даже эти дополнения по размеру превышают, собственно, текст основной главы. При этом эти тексты можно на самом деле разбирать в разных разделах книги. Здесь есть перекрестные ссылки, то есть и так далее. Но при этом разборов внутри текста практически нет, потому что вот в российской науке о литературе есть такой жанр книг, анализ поэтического текста Лотман, может быть, самый яркий пример, да, книг, где разбираются поэтические тексты. Отталкиваясь от текста, значит, автор рассматривает все его
особенности на разных уровнях. Это жанр очень важный, но в некотором смысле такой некоммуникативный, то есть в нем задана уже определенная интерпретация текста. Именно от этого мы хотели отойти и дать как бы тому человеку, который эту книгу читает, инструмент для того, чтобы он мог этот текст анализировать либо сам, либо в контакте с преподавателем. Вот. И да, но здесь, может быть, стоит сказать о том, как это соотносится с другим нашим проектом, с поэтическим корпусом. Ну, собственно, вот один из вопросов был, вернее, комментарий в предыдущей части, что поэтический корпус — это такая вот гиперантология русской поэзии. Вот. А в этом учебнике все вот представлено в такой вот сжатой форме, да, то есть вот выжимка из того, что можно встретить в поэтическом корпусе, да, на самом деле составляет эту книгу. Вот. Но все равно. Здесь больше современной поэзии. Да, здесь больше современной поэзии, и при том, что поэтов тут тоже довольно много, их 300 штук, что в принципе много. Вот. И да, про современную поэзию как раз здесь тоже важно сказать, потому что нами было предпринято такое принципиальное решение, что половина всех примеров должны были быть примерами из современных авторов. А все остальное как бы вот из поэзии там, начала 20 века, 19 века и так далее. Почему? Потому что есть такое мнение, что современная поэзия, она как бы изолирована от поэзии классической, оторвана от нее, что вообще в каком-то смысле это совершенно разные такие практики, и они никакого отношения друг к другу не имеют. Вот. И с этим мы старались безжалостно бороться на протяжении всей книги, потому что с нашей точки зрения это некоторое единое поле, которое, значит, существует, да, на протяжении нескольких столетий. И несмотря на то, что внешне там, стихи современного поэта могут быть не похожи, скажем, на стихи поэта классического, там, на стихи Пушкина или Фета, тем не менее, более пристальный взгляд на них, который учитывает какие-то вот ключевые понятия, да, которые можно использовать при разговоре о поэзии, более пристальный взгляд на эти стихи показывает, что на самом деле они составляют часть единой традиции. Вот. Прочертить эту преемственность для нас было как бы очень важно. Вот. Но, собственно, на самом деле более или менее все. Ну вот я могу еще раз пройтись по, значит, оглавлению, просто кратко, чтобы вы представили, из чего вообще вот складывается эта огромная книга. Здесь есть несколько типов разделов. Начинается все с каких-то самых общих представлений о том, как функционирует поэтический текст, какие фундаментальные категории в нем существуют. И, соответственно, и разделы, само название разделов на это указывает прямо, какой бывает поэзия, о чем бывает поэзия. Да, казалось бы, вопрос, поставленный в такой нарочито упрощенной форме, но тем не менее он вызывает очень как бы важные последствия. Потому что на самом деле вовсе не очевидно, что такое поэзия, и действительно в контексте того, что старая поэзия воспринимается как отделенная от новой, ответить на этот вопрос бывает не так просто. Вот. Но, кроме того, бывают какие-то вот ключевые структурные понятия поэтического текста, да, представление о субъекте и адресате, вот, без которых не существует поэтический текст. Кроме того, есть какие-то относительно новые понятия, которые здесь мы вводим, то есть понятие об идентичности, которое отражается тем или иным способом в поэзии, да, и идентичности совершенно разного вида, там гендерная, социальная, этническая идентичность, все это есть в русской поэзии, и все это, надо сказать, на протяжении многих десятилетий практически не замечалось. Вот, мы как бы решились в этом смысле на такой радикальный шаг и ввести это в учебник. Вот. Но есть и более традиционные категории, касающиеся того, как концептуализируется в поэзии пространство или время, то, как в ней существуют, значит, мифы и символы, что там, для русской поэзии
очень важно, особенно для русской поэзии начала 20 века. Вот. И категории формальные, которые тоже присутствуют почти в любом руководстве по поэтике. Да, то есть как вообще поэтический текст устроен, из каких структурных элементов он состоит. Ну, начиная с тех, которые наиболее очевидны, вот и там заглавие, посвящение, даты в конце текста и так далее. И заканчивая менее очевидными структурными компонентами, как, например, в одном тексте могут совмещаться стихи и проза, о чем это может нам говорить и так далее. Опять же, довольно традиционные разделы про метрику, рифмовку, строфику и так далее, дополнены, собственно, лингвистической интерпретацией поэзии, то есть разделы про поэтический словарь, слова в поэзии, про грамматический строй поэзии, которые также кажутся нам очень важными, и несмотря на то, что это довольно хорошо изученная тема, практически отсутствует в руководствах по русской литературе. Раздел про жанры и про то, что приходит жанр на смену в современной, прошу прощения, в современной литературе. Ну вот уже известный вам раздел поэзии мультимедийного целого и примыкающий к ней раздел поэзия в контексте философии и науки. Вот, что тоже было для нас очень важно, потому что с нашей точки зрения поэзия существует не изолированно, это не какой-то замкнутый в себе мир, а то, что она находится внутри такого мощного взаимодействия и с философской мыслью, причем на протяжении всей своей истории. Да. Вспоминая Тютчева, который там читал Шеллинга, для него это был какой-то такой автор, во многом определивший его собственный способ взгляда на мир и способ письма. И заканчивая современными поэтами, которые там, ясное дело, читают Делеза или Жижика. И, соответственно, это каким-то образом на них влияет. Вот, раздел поэзии и общества, о том, какое место поэты занимают в обществе и вообще поэзия, да, что такое политическая поэзия, как она возможна, и какие следствия она, вернее, что из нее, что она может давать развитию поэзии вообще с одной стороны и развитию общества с другой. Вот. Раздел о том, как русская и мировая поэзия взаимодействуют друг с другом, тоже очень важный, тоже подчеркивающий то, что русская поэзия не изолирована от всего остального мира. Вот. И раздел про то, как, собственно, организована литературная жизнь и литературный процесс, про то, как поэты живут внутри своего сообщества, какие отношения между ними могут выстраиваться и так далее. Да? То есть вот мне кажется, что в принципе вот все темы, которые приходят в голову при разговоре о поэзии, не только русской, но вообще о какой угодно, они так или иначе отражены в этом учебнике. Конечно, каждая из этих тем раскрывается с разной подробностью. И здесь я опять же повторю, что во многом это введение в проблематику, самое общее, которое предполагает, что человек, знакомящийся с этой книгой, дальше как-то продолжает ну, и читать поэзию, да, и размышлять о ней. Вот. Но, тем не менее, вот так. И мне кажется, тоже, вот еще раз я подчеркну, то, что во многом, конечно, этот учебник можно читать и как антологию русской поэзии, как вот такой взгляд того авторского коллектива, который этот учебник создавал, на какие-то вот основные силовые линии внутри российской поэтической традиции. Вот, но на самом деле и все. Может быть, вот по этой части будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. У меня это не теоретический вопрос. Сначала я должен вас поздравить с блестящим проектом. То, что сразу бросается в глаза, это то, что несмотря на объем и разные вопросы, появляется гармония. Да. Несмотря на то, что у вас там 5 авторов, все выглядит очень хорошо организовано. Да. Как вы работали над таким масштабным проектом? О,
это целая была история. На самом деле мы очень долго, может быть, даже основные наши силы ушли не на то, чтобы это изложить в какую-то форму, а на то, чтобы выработать общую систему понятий, при помощи которых мы будем об этих вещах говорить. И доходило до страшного. Там, мы кричали друг на друга, топали ногами, что так нельзя. Вот. Кто-то из наших авторов говорит, что я ухожу, я больше с вами не работаю. Ну, в общем, такая вполне как бы, живая атмосфера предшествовала этому. Но вот, тем не менее, кажется, что вот на каких-то вот финальных этапах работы над учебником, а мы работали над ним довольно долго, 3,5 года, и причем вот довольно много времени этому уделяли. Вот. На финальных этапах работы над учебником нам удалось выработать вот какую-то вот систему таких, ну, может быть, основных понятий, при помощи которых можно говорить о поэтическом тексте. Понятно, что все это, конечно, не наше изобретение, да, что мы черпали из разных источников, из традиций лингвистической поэтики, которая довольно мощная в российской науке, вот, и там из стиховедения Каспарова, и отчасти из каких-то вот современных прочтений поэтических текстов, прежде всего там вот, ну вот раздел, связанный с идентичностью, он, конечно, появился во многом из взаимодействия с зарубежными коллегами, для которых вопрос идентичности, особенно там, в американской научной традиции, очень важен. В общем, вот это такое лоскутное одеяло, но каким-то образом, по крайней мере на этом этапе, это удалось отчасти примирить и представить вот в виде такого введения, да, в проблематику. Хотя, может быть, не все согласятся с тем, что мы предлагаем какую-то стройную, непротиворечивую картину. Но на самом деле, может быть, это и не важно, потому что учебник призван прежде всего вот наметить основные пути к поэзии, да, к поэтическому тексту, к его анализу. И мне кажется, с этой задачей вот эта система должна справляться. Не знаю, я ответил? Да. Значит, у каждой главы свой автор, да? Ну, как бы, ну, глав 24, авторов 5, так что, в принципе, как-то, да, мы писали сразу, ну, то есть, каждый писал по несколько глав, кто-то больше, кто-то меньше, иногда, и на самом деле довольно часто, главы писались совместно, то есть, какую-то часть, значит, писал один из нас, потом это все переписывалось, как-то приводилось к общему виду, и на самом деле очень большая часть работы заключалась в том, чтобы вот произвести какую-то унификацию этого текста, да, чтобы сделать его как бы цельным в этом смысле, и с точки зрения стиля, понятное дело, но и с точки зрения того, как изложен материал и как, значит, он анализируется. Да. Очень практический вопрос. Это учебник для вузов или для школ, средних школ? Или для всех? Для всех, да. Универсальный учебник. С этим связано то, как функционирует российское образование в этом смысле, потому что никаких курсов, посвященных поэзии, ну, или вообще нет в университетах, или как-то вот они появляются очень эфемерно, появляются, исчезают, и это всегда какое-то вот усилие конкретных людей. Вот. И в этом смысле, конечно, никакого заранее предусмотренного места для этого учебника нет ни в школьной программе, ни в программе университетской. Но потому, с каким оживлением появление этой книги воспринимают школьные учителя, вот, которые там преподают литературу в старших классах, или преподаватели из университета, да, ну, можно надеяться на то, что способ включить это все-таки в институцию появится. Да. На все этапы можно включить то, что нужно. Да. Но старшие школьники, безусловно, являются целевой аудиторией. Да, да, конечно. Наряду с более взрослыми. Я все понял, но мне тяжело говорить по-русски. So if you don't mind, I would like to proceed in English. I was deeply impressed by both presentations today, and among other things, I would like to point out that
what two of you, vi dva, vas dva, ne vas dvoje, what you managed to do, each one of you, and obviously also cooperating, is a close relation between linguistics, theory of literature, and of course poetic practice. And that is something which has fallen apart in other cultures and in other countries. In this way, I think that you, in a noble way, continue the high standards of the Russian formalism, where this relations between linguistics and poetry was utterly close, and they both inspired each other. Russian formalists then had, of course, performed a very deep influence on humanistics everywhere in the world, but in other countries this synthesis always fell apart. So there is a kind of, in other countries, usually with all the exceptions, a gap between linguistics and poetry. So I'm very glad and also relieved that in Russia there is still this noble cooperation. That's very fine indeed. I would like to ask colleague Korchagin again two questions which are linked, of course, with poetry. One is connected with the question of formal structures, which are also one of the main topics of Učebnik, Poezija, and probably no other poetry in the 20th century still was linked so much to the old verse and poetic forms as the Russian. After this intermission and interventions of futurists and other avant-garde groups, which of course have turned the language upside down, the metrical, classical forms in a way reappeared and stayed on the Russian poetic scene throughout the 20th century. So the question is, what is the situation of the Russian poetry today? Is it still the case? And another question, even more, I would say, essential, is that probably no other nation identified so much with poetry as Russians. And I remember times when it was, of course, in the Soviet times, where all Russians that I knew were eager readers of poetry. Of course, we understood it also that poetry at the time was a kind of an island of intimacy outside the political reality. So what I would also like to know, what is the position of the poetry in the Russian society today? Спасибо. Да, я, если не возражаете, по-русски отвечу. По-русски? Для скорости, да. Вот, и, во-первых, по поводу поэтических форм, да, спасибо за вопрос. Здесь есть некоторая проблема, конечно, потому что вот в учебнике приведены примеры, в том числе и современных поэтов, которые сейчас пишут условно классическими формами. Вот. Хотя, конечно, в целом для наиболее, может быть, интересных современных поэтов, особенно там тех, кто младше 30 лет, это скорее не характерно. Да? То есть есть... как бы я бы не сказал, что все эти люди пишут свободным стихом, но вот после, я отчасти это демонстрировал в презентации про поэтический корпус, что когда действительно в начале 20 века появилась неклассическая метрика, она очень сильно изменила облик вообще русской поэзии. И, может быть, менее это было заметно в литературе официальной, которая проходила через цензурные фильтры и так далее.
Вот. Но это было очень заметно в литературе андерграунда. И во многом после того, как Советский Союз распался, все вот такие разные виды неклассического стиха, и чаще всего нерифмованного, они действительно стали, может быть, таким основным способом письма. Вот. Но хотя там поэты старшего поколения во многом продолжают писать классические тексты, есть даже хорошие поэты среди них. Второй вопрос, ну вот на него сложно ответить по поводу того, является ли поэзия основой для некоторого образа, может быть, русской культуры, и даже вообще как бы русскости, да, русской идентичности. Скорее все-таки нет. То есть вот есть ощущение, что русскую поэзию, особенно последних 50 лет, не знают или не принимают во внимание так или иначе. Вот. Хотя вот опыт показывает, что если куда-то прийти, например, с этим учебником и начать говорить как бы об Ово, то внезапно выясняется, что это всем интересно. А вот при этом многие из этих вещей, многие из замечательных там, современных поэтов, которые пишут сейчас, они, конечно, отсутствуют вот, в массовом сознании, но кажется, что во многом это такая вот общемировая ситуация, и в этом смысле Россия, к сожалению, мало чем отличается от какой-нибудь другой страны. That is the case here also. That is unfortunately, yes. Are there any questions? Может быть, только одно связано с корпусом. Какие были самые большие движения? Okay. Новые познания, которые пришли с этим большим корпусом поэзии. Может быть, метрика, с которой вы так много занимались. Да. Ну, на самом деле, довольно много всего в этом смысле изменилось, хотя мы пока не все сложили в каких-то там статьях, книгах, да. Ну, во-первых, вот то, что мне кажется наиболее, может быть, важным, вообще то, что наиболее заметно, это то, что очень сильно изменилось наше представление о том, что такое неклассический стих. Потому что, несмотря на то, что Гаспаров пытался навести порядок в различных типах неклассического стиха, да, он исследовал дольник, тактовик, во многом, если работать с большим корпусом, становится заметно, что не во всех случаях эта интерпретация убедительна, и то, что какие-то закономерности, которые видны только на большом массиве текстов, Гаспарова были не учтены, но, собственно, он не мог их учесть, потому что он не обладал такими инструментами. Вот. Ну и, кроме того, стало легко проводить границы между разными метрическими типами, которые раньше смешивались. Ну, вот, например, был пример из Блока, который я показывал, и что почти там со 100% вероятностью стиховед старой школы сказал бы, что это свободный стих. Ну, потому что нет рифмы, вроде как бы не Яковом написано, и не Хорей. Вот. Но вот последовательный анализ этого всего показывает, что на самом деле совсем другой метрический тип там встречается, да, что это дольник, вольный дольник, нерифмованный. И что таких стихов довольно много в русской поэзии, что они какое-то вот такое множество отдельное составляют. Вот. И таких вот открытий, которые, может быть, кажутся незначительными теми, кто специально метрикой не занимается, их довольно много вот возникло при работе над поэтическим корпусом. Так что я надеюсь, что вот как Владимир Александрович рассказывал о материалах
как это называлось? Корпусной Да, грамматики. в материалах корпусной грамматики можно будет когда-нибудь сказать о материалах корпусной метрики. Да, вот, мне кажется, надо к этому стремиться. Нет, я вообще хотел написать книгу о неклассической русской метрике. Может быть, когда-нибудь это сделаю. Да. И есть просто новые типы метров, которые удается обнаружить. Бионический дольник я писал когда-то. Есть и другие. В общем, классификация русской метрики – это открытая тема, оказывается. Еще многое не сделано. Вот это основной. И молодые поэты пишут, молодые современные поэты пишут, например, дольника осознанно. Я знаю, что ты это делаешь, но большинство этих стихов дольника, которые считались вердиблем, они были написаны в дольнике осознанно, или это просто какой-то... Это сознательный подход? сознательный- Это Нет, прием? я понимаю, да, нет, я понял вопрос, но мне кажется, что на этот вопрос на самом деле почти никогда нельзя ответить, если автор стихов не стиховед. Ну, тогда более... И то на самом деле не всегда. Да. Но тут есть другие вещи, то, что и они очень хорошо видны на материале большого корпуса, что вот какие-то метрические типы, там, ритмические клише, условно говоря, они воспринимаются поэтами независимо от того, как мы изложили теоретические взгляды на русский стих там, в каком-нибудь пособии. И что как бы они воспринимают эти формы на слух, они могут их повторять. В этом смысле они, конечно, осознанно так пишут. То есть, потому что они имеют перед собой некоторые образец и обращаются с ним более вольно или менее вольно. Но, конечно, может быть, они не называют это, что они пишут вольным дольником или там, не знаю, трактовиком. А иногда называют, но оказывается, что пишут совсем чем-то другим. Вот. Но я, честно говоря, даже про свои тексты в этом смысле не знаю. Когда я их пишу, я не думаю, что я пишу дольник. Так что мне кажется, что это более-менее общие вещи для других поэтов. Да, у меня еще вопрос про книгу. Меня интересует, когда вы ее создавали, вы уже думали, ну, если вы думали, о переводе, например. И если я правильно поняла, она касается большинством российской поэзии, даже не российской, но просто ну, в русской сфере. Российского читателя, Да, ну там были, например, ну, статьи, я бы сказала так, которые ну, касаются разных тем. И меня просто интересует, могли бы, ну, я не знаю кто, но, например, перевод этой книги, ну, стоило бы его создавать или нет? Это очень хороший вопрос, красивый. Но на самом деле вопрос очень интересный, потому что вот, мне кажется, что нам удалось изобрести какую-то структуру разговора о поэзии, которую можно перенести, в принципе, на любую другую национальную традицию. То есть, но глупо переводить эту книжку вместе со стихами, Да. например, там, на славянский. Да, Можно перевести теорию и как-то вот выбрать специально там, не знаю, славянские стихи, которые ей соответствуют, потому что там довольно общие вещи при этом изложены. В любой более или менее развитой поэтической культуре Да, они встречаются. Так что это должен быть какой-то отдельный проект такого перевода. Даже, может, и неправильно это называть переводом. Да? Но вот да, но некоторые идеи, наверное, они касаются ну, поэзии вообще. не ну, только да, российской. безусловно. И в принципе даже мы как-то пытаемся об этом говорить в самом учебнике, что вот это не то, что только о России идет речь, что в принципе это может быть перевод. Да. Только комментарий. Это напоминает нам некоторые лингвистические книги, на английском языке с английскими примерами. И что тут сделать? Можно перевести текст, а что с примерами? А очень часто примеры оставляют на английском, как вы сами знаете. Можно и так. Jaz bi se še enkrat zahvalil gostu. Razrešite mi
еще раз вас поблагодарить за замечательные лекции. Мы надеемся вас опять скорее, когда выйдет книжка Владимира Александровича в Хорватии, организовать представление его книжки об общей морфологии и грамматической семантике в Словении. Так что, пожалуйста, приезжайте. Это очень хорошая идея. Научные книги легче поддаются переводу, хотя и там были проблемы русских примеров. И в результате переводчик оставил русские примеры, иногда добавляя хорватские. Перевод. Да, да. Но рассматривать. Потому что, да, теория, если на примерах, конечно, специфически на таких, на примерах какого-то языка. Да. Спасибо. Спасибо.